Друзья, приветствую вас на своем канале «Словения с Хельга Вайт». Продолжаем с вами обсуждать новости уходящей недели. И традиционно, перед тем, как мы начнем обсуждение, призываю вас подписаться на канал, поставить лайки и поделиться своим мнением в комментариях. Сейчас Словения и словенцы заняты устранением последствий наводнения. И сейчас уже виден ужасающий масштаб катастрофы. То есть, когда только случилось наводнение, мы не видели всю картину в объеме. Но сейчас уже видно, насколько огромные последствия наводнений. Многие люди остались полностью без домов. И даже некоторые деревни практически смыло с лица земли. Уже появились известия о жертвах. И все новости переполнены рассказами конкретных семей, конкретных людей. И некоторые такие рассказы меня особенно потрясли. В Полянской долине чуть не погибла мать 4 детей, так как из-за наводнения сошла лавина и поглотила женщину, и унесла ее на 20 метров в долину. Когда эта лавина остановилась, чтобы вы представляли, это выглядело так: комья земли, грязи, какие-то ветки деревьев, и от женщины было только видно лицо. Остальное все ее туловище было поглощено этой грязью, этой землей. И было абсолютно непонятно, жива ли она вообще осталась или уже погибла. Но, к счастью, она осталась жива, вызвали спасателей, и вертолет доставил ее в Люблянскую больницу. Как сама женщина потом описала эту ситуацию. Со слезами на глазах и дрожащим голосом. Рука у нее уже была в гипсе, на лицо были наложены швы. Женщина, которую зовут Матея, рассказала, что там внизу, где течет вода, она устанавливала дренаж, чтобы остановить наводнение со своим супругом и со своим братом. И потом она не видела, но ее брат увидел и закричал, и она обернулась и увидела приближающуюся лавину. По ее словам, она оттолкнула от себя дерево, чтобы позвать на помощь. Мать 4 детей была заживо зарыта по шею в грязь и ветки. Я кричала, но меня никто не слышал, со слезами на глазах объясняет она, вспоминая, что дети думали, что она умерла. Одна дочь стояла у окна в маминой ванной и тряслась. Старшая стала убеждать ее, что я еще жива, вспоминает она. Вот еще одна история. Семья 6-летнего ребенка, у которого редкое генетическое заболевание, в одночасье остались абсолютно без всего. У девочки тяжелое, неизлечимое, редкое генетическое заболевание, синдром FOXP1. Наводнение полностью разрушило дом ее семьи, из которого пожарным пришлось спасать их от поднимающейся воды на лодке. Семья в одночасье потеряла все, что у них было. Однако у них остался кредит за разрушенный дом, который они должны вернуть. Получается, что они потеряли все, кроме кредита. Но мир не без добрых людей. Люди пришли на помощь девочке и их родителям, открыли для них сбор средств, и сейчас собирают пожертвования для этой семьи. Я уверена, что наверняка помогут. Еще меня поразила одна история, расскажу ее по памяти. В одной из славянских деревень было сильное наводнение, но настолько были заняты спасатели, и не мог прилететь к ним вовремя вертолет. Они были по земле полностью отрезаны от остальной части Словении, были затоплены все дороги, и людям пришлось спасаться своими силами. И они каким-то образом по веревке выходили из затопленных домов, из затопленных участков улиц. И таким образом спаслась вся деревня, и даже никто не погиб. И потом позже на помощь прилетели уже на вертолете. Помимо людей в наводнении пострадали также животные. Спасли 2-месячного Гомзи. Гомзи – это теленок,
который застрял в сарае и почти неделю звал на помощь. Но, к сожалению, на помощь к нему долго не приходили. У спасателей в таких катастрофах есть кодекс. Сначала они помогают людям, потом они помогают животным и только в последнюю очередь спасают имущество. К счастью, такой маленький теленок без еды и без воды продержался целую неделю. И, к счастью, его удалось спасти и оказать ему медицинскую помощь, и сейчас он уже чувствует себя хорошо. Президент республики Наташа Пирц-Мусар посетила наиболее пострадавшие районы Словении, в том числе Черно на Карошком. Они были отрезаны от мира на несколько дней, но они не были отрезаны от наших сердец, наших душ и наших мыслей, сказала она. Она высоко оценила работу всех, кто участвовал в оказании помощи и спасательных работ. Особо отметила международную помощь и осудила грабителей, которые тоже присутствовали. Вот это, кстати, для меня вообще новость, что, оказывается, были мародеры, которые грабили опустевшие дома. А вообще вот этот регион посетили практически все. Там была и президент, там и был настоящий премьер-министр Голоб. Туда же приезжал и бывший президент Словении Борут Пахор. Туда же приезжал бывший премьер-министр Янис Янша. Короче, там все отметились. И интернет завален фотографиями, где известные политики выглядят как чернорабочие в каких-то там резиновых сапогах, в старой робе, с лопатами, помогают местным жителям справляться с последствиями наводнения. Все зарабатывают себе таким образом политические очки. И туда же, в этот же регион, привезли президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен, чтобы она своими глазами увидела масштаб катастрофы и чтобы она повлияла на помощь, которая будет предоставлена Словении. И уже прошла новость, что Европейский Союз предоставит Словению помощь в 400 миллионов евро. И 100 миллионов уже Словения получит в этом году. И интересно, что у всех славянских политиков есть свой Инстаграм, и можно следить за их новостями на личной странице каждого. Например, можно посмотреть на странице Роберта Голоба, нашего премьер-министра, как он встречал президента Европейской комиссии Урсулу, как он ее сопровождал в места, которые больше всего пострадали от наводнения. Также можно зайти на страницу президента Словении, на Наташу Мусар, и тоже посмотреть, как она посещает места, пострадавшие от наводнения. Также можно зайти на страницу бывшего президента Словении Борут Пахора, и у него тоже посмотреть, как он с лопатой устранял последствия наводнения. Многие страны подключились к помощи Словении от последствий наводнения, даже Украина помогла, но, к сожалению, России в списке помогавших нет. Словенцы тоже очень активно помогают своим соотечественникам. На радио Эна был объявлен благотворительный марафон, где собирали деньги пострадавшим. И за 12 часов собрали практически 2 миллиона евро в помощь пострадавшим от наводнения. К сожалению, из-за наводнения появились огромные проблемы с водой. Люди сидели без воды, и вода была загрязнена. И сейчас в регионе Каринтия на данный момент уже подтверждено более 10 случаев кишечных заболеваний. Ситуация в некоторых районах Каринтии, где до сих пор нет воды или ее приходится кипятить, а многие занимаются устранением повреждений, таит в себе потенциальные риски для здоровья. На сегодняшний день уже более 10 случаев кишечных заболеваний. И региональное отделение Национального института общественного здравоохранения прогнозирует, что число случаев еще будет выше. Ожидается дальнейшее распространение инфекции в ближайшие дни. Отвлечемся немного от новостей Словении. Интересная новость, что самый старый человек в мире умер в возрасте 127 лет в Бразилии.
Вообще в мире сейчас проживает людей старше 100 лет около 100 тысяч. Остается неизвестным секрет его долголетия. Согласно его свидетельству о браке 1917 года, Гомес родился 4 августа 1895 года и, как говорят, пережил 2 мировые войны и 3 мировых пандемии. Он работал дрессировщиком животных. По словам его семьи, которая сказала, что 4 года назад он еще занимался верховой ездой. Он был очень простым и скромным человеком. Его секрет заключался в том, что он не любил ничего промышленного, а только натуральные вещи и продукты. Выращивал сам кур, свиней. И он все-таки любил немного выпить, сказал один из его внуков. Гомеш оставил 7 детей, 25 внуков, 42 правнука и 11 праправнуков. Но на самом деле его семья не совсем уверена в его возрасте. Ему определенно было больше 100 лет, по крайней мере 110. И пока остается неясным, будет ли он занесен в книгу рекордов Гиннесса, в которой сейчас уже есть подтвержденная, доказанная информация, что самым старым человеком на Земле была 116-летняя Мария Браньяс Марелла из Испании. То есть нужно еще доказать, было ли ему на самом деле 127 лет, и это не подтверждается датой рождения в Фейсбуке. И закончим сегодняшний выпуск новостью из Хорватии. В Риеку прибыло 10 17-летних бурундийцев. Бурундия – это маленькая страна в Африке, которая граничит с Танзанией и Руандой. И, видимо, очень бедная страна. И вот эти 10 17-летних бурундийцев прибыли в Хорватию как участники чемпионата мира по гандболу. И вот они в один прекрасный день вышли все из отеля и просто растворились. Их нигде не могут найти. Приходит в голову мысль, что таким образом эти бурундийцы решили не возвращаться в свою страну, а выбрали быть нелегалами в Европе. Напоминаю вам, что понедельник и вторник – это будут нерабочие дни, и магазины не будут работать. Продукты можно будет только купить в пекарнях или на заправочных станциях. Алиса, какая погода сегодня в Любляне? Сейчас в Любляне температура от плюс 15 до плюс 30 градусов. Ясно, без осадков. Ветер слабый 2 метра в секунду. Спасибо. Кстати, вы мне нравитесь. Отлично, отличная новость. Друзья, на этом мои новости подошли к концу. Не забывайте, пожалуйста, подписываться на канал, ставить лайки и оставлять свое ценное мнение в комментариях. Пока-пока, до новых встреч.